Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Сёння са мной на сувязі ужо добра вядомы вам чалавек, гэта былы баец антытэрарыстычнага спецпадраздзялення «Алмаз» Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі, прадстаўнік ініцыятывы «Белорусский народный трибунал» Игорь Макар. Добрый день, спадар Игорь. Здравствуйте, здравствуйте всем. Спадар Игорь, я пачну нашу размову з такого успаміну з нашай мінулай з вами гутаркі. Калі мы мінулы раз з вами размаўлялі, я спытаўся, вот пасля таго, як вы апублікавалі гэты запіс, нашумелы запіс, дзе абмяркоўваюцца планы па забойстве апанентаў беларускага рэжыма, я ў вас пытаўся, вот зараз няма ў вас перасцярогі, што гэта можа вам нейкім чынам аукнуцца ў тым сэнсе, што можа быць там штосьці вам фізічна захочуць нейкія там недобразычліўцы зрабіць. Вы сказалі, што да, конечно, ёсць розныя перасцярогі, але ці чакалі вы, што рэакцыя беларускага боку будзе такой, якая яна ёсць? Я маю на ўвазе гэты апублікаваны запіс з кампрамат на вас, скажем так. Конечно, я ожидал всякого. Могу сейчас с уверенностью сказать, что именно белорусская власть борется с теми, кто не угоден для них, или теми, кто несет какую-то реальную угрозу данному режиму любым способом. Но я на то время еще не чувствовал на себя никакого абсолютно давления, я чувствовал себя хорошо, не было никакой другой информации. Но как только я сказал, что я поеду в Украину, дам показания, буду участвовать в следственных действиях по поводу уголовного дела гибели Павла Шеремета, и я полетел в Украину, и как только я вернулся, я узнал очень много информации. Я понял, что меня начали давить информационно, начали вылазить какие-то чудо-компроматы, которые, собственно, им самим и навредили. Начали выступать публично сотрудники «Алмаза», которые со мной работали, причем говорить информацию, которая абсолютно не соответствует действительности. Эта информация не подтвержденная, и мне очень интересно, что они это выдают, но я могу сказать, что это работа именно Комитета госбезопасности. Абсолютно безобразная, никчемная работа. На сегодняшний день не скажу, что мне что-то сильно угрожает, потому что я не чувствую какого-то давления, не чувствую каких-то слежек, но я веду себя очень предельно аккуратно, и я, в принципе, готов ко всему. Вы узгадалі гэтае інтэрв'ю з нібыта вашым саслужыўцам, супрацоўнікам, байцом АМАПа. Праўда, прозвішча яго ў гэтым відэо не было названае. Мы там асабліва нічога не разабралі, апроч таго, што вас абвінавацілі, дакладней было сказано, што вы там былі затрыманыя, арыштаваныя ў Літве за нейкія фінансавыя махінацыі. Гэта адпавядае рэчаіснасці, ці это адна з такіх вот накідаў, каб вас очернить? Понимаете, все, что было сказано, это сказано с тем намеком, что, первое, со мной работали спецслужбы, в частности, европейские. Было очень много сказано от бывших сотрудников, с которыми я работал, именно о ситуации в Украине. Причем было представлено таким образом, что они как минимум не бойцы спецподразделения, а как минимум политики. Та дезинформация, которая была высказана по поводу каких-то моих задержаний, какого-то там бизнеса, там, я не помню, крапового берета, моего образования. Если, допустим, это очень важно для самих людей, и чтобы они поняли, что это дезинформация, на сегодняшний день я хочу подготовить материал, конечно, не очень много времени, и заниматься этим сейчас не время, потому что нужно заниматься Беларусью и собственным народом, потому что это сейчас является приоритетом. Но, в принципе, я думаю, достаточно будет того, что я скажу то, что у меня есть высшее образование. Также я закончил Академию спорта Республики Беларусь. Также я закончил 2 курса Института правоведения. Краповым беретом я был награжден в спецподразделении «Алмаз» лично с рук Романа Ашурка. Меня первым, кто поздравил с этим, с выдачей берета, это Николай Карпеньков.
Берет был из ассоциации братства Крапова беретов «Витязь», подписано лично Сергеем Ивановичем Лусяком. Данное удостоверение есть, я могу его тоже опубликовать. А все остальное, что говорилось с сотрудниками, ну, я не знаю, как это все опубликовать, но когда люди сидят, ветераны спецподразделений, которые реально должны служить народу, находясь на пенсии или там уволенные по собственному желанию, сидеть просто в балаклавах и обращаться к людям, которые реально должны стоять на защите государства, на защите интересов собственного народа, мне это непонятно. Если они думают, что таким образом они будут скрываться, я, конечно, могу опубликовать всю информацию. У меня есть все фотографии с данными сотрудниками, потому что я с ними работал 5 лет. Единственное, что с первым я работал там буквально 2 года, и я, кстати, был его непосредственным начальником. Об этом не было упомянуто, поэтому даже не знаю, как это все сказать, но я думаю, что будет материал по этому поводу. Скажите, вот, ну, калі реально, вот абвінавачванне тое, что там з вами працуюць замежныя спецслужбы, ці там, скажем, вас уже завербавалі спецслужбы. Тут, конечно, ну, хто ж правду скажа, ці там не даведаешься, але тым не менш, вот реально, калі паглядзець, нават калі чалавек эмігрыруе у іншую краіну, безумоўна, яго там правяраюць. І дакументы яго правяраюць, і біяграфію, і гэтак далей. А калі прыязджае, тым больш такі чалавек, які служыў у спецпадраздзяленні, мае такія ўзнагароды і такія веды, як маеце вы, безумоўна, цікавасць з боку спецслужб гэта, ну, натуральна. Яно і павінна так быць у любой краіне, так будзе. Але вот ці былі нейкія прапановы, а давайте вы, Ігор Макар, папрацуйце, ну, я не ведаю, там, на літоўскую контрразведку, на Масад, на Ми-6. Я понимаю, о чем вы говорите. Конечно, я, когда приехал в Литовскую республику, естественно, это никому не секрет, что со мной работали спецслужбы. Также я получил политическое убежище через полгода. Та поддержка спецслужб, которая мне оказывалась, она была очень высока. Я им очень даже сильно благодарен. Я абсолютно ничего не скрываю. Я даже не дал отказ украинской спецслужбе, когда меня попросили сотрудничать по поводу уголовного дела о гибели Павла Шеремета. Не скажу то, что со мной не пытались связаться сотрудники спецслужб других государств. Я абсолютно честен. Я абсолютно не буду никому врать и скажу так, что я не работаю ни с одной спецслужбой. Более того, я уверяю то, что я честен и буду именно за белорусский народ. Я не буду никогда говорить то, чего не было. Я не буду сотрудничать с кем-то в плане того, что может навредить реально Республике Беларусь. И я всегда буду собственным народом. Спадар Ігор, ўсё ж таки, калі вярнуцца да вось гэтага запісу, які апублікаваў беларускі МЗС, вы ўжо давалі прэс-канферэнцыю, тлумачылі, але ўсё ж такі, яшчэ раз, паход такі ваш у посольства Беларусі у Літве быў, і для чаго гэта было зроблена? І скажите, вот сума там 1,5–2 мільёна за інфармацыю, это сапраўды такая вот у миллионах сумма прогучала? Конечно, именно в миллионах. Я думаю, что меня там поняли правильно. Вернусь к тому, что было на самом деле вот в то время, когда я пошел в данное посольство. Вы все прекрасно понимаете, что мое нахождение в Литовской республике и мой поход в посольство мог быть реально последний. Я реально знал, на что я шел, но у меня не было выбора. Информация, которую я получил из своих анонимных источников, касалась того, что подразделение СБП, Службы безопасности президента, спецотдел, готовит провокацию по поводу того, что планировалось именно расстрел сотрудников ОМОНа, если вдруг мирная акция протеста выйдет из-под контроля и будет неуправляемая. Тогда ввелось бы чрезвычайное положение, естественно, с помощью огнестрельного оружия, спецсредств, бронетехники,
подавили бы акцию протеста, и в республике, как и всегда, было бы все хорошо. Было бы доложено непосредственно тому, кому нужно было, что в республике все подавлено, продолжается этот диктаторский режим, то есть и все находятся на своих местах. Я обращался к многим СМИ, чтобы данную ситуацию опубликовать. Мне был отказ, всегда был отказ в том плане, что они считали, что это уже провокация с моей стороны. Я обращался к своим друзьям, у которых есть знакомые блогеры. Также я получал отказ, что даже блогеры отказывают, и более чем они говорят, что ту информацию, откуда она пришла, лучше с той стороной вообще не общаться, потому что это провокация. У меня не было выбора. Я понял, что единственный источник, который может донести данную информацию непосредственно до тех людей, которые это умышляют и замышляют, это будет не что иное, как белорусское посольство. Поэтому я собрался со своими мыслями и вспомнил 2006 год, так же, как я встречался с тогда министром внутренних дел Владимиром Наумовым, и пошел на данный риск. Когда я пришел в посольство, естественно, меня обыскивали с металлодетектором. Я разговаривал напрямую с человеком, который занимается нацбезопасностью. Я ему все рассказал полностью, то, что было, данную информацию, которая замышляется. Также я ему дал информацию, которая не соответствует действительности. Это то, что планируется убийство бывших кандидатов в президенты. Это было сделано для того, чтобы они убедились, что я с ними не искренен, что мне никакие деньги платить не нужно и что со мной диалог вести абсолютно не стоит. Мне была назначена вторая встреча, после чего я был уверен на 100%, что меня запишут, и не с диктофона, а с видео. Я принес туда даже фотографии, которые я предоставил, которые были отсканированы. Я дал всю информацию. Первое, я рассказал полностью про службу безопасности президента. Сделал это я по своим соображениям. Я думаю, что позже я смогу рассказать конкретно мои намерения, почему я это сделал. Я предоставил информацию по поводу готовящихся убийств. И также я предоставил данные фотографии. Но почему-то именно сейчас вышел только маленький кусочек, который смонтирован, который касается конкретно моего мычания, потому что я, если честно, даже не подразумевал, что меня этот человек спросит о сумме, а он реально конкретно спросил о сумме, поэтому я даже немножко замешкался, потому что какую сумму назвать я даже не сообразил, но я понял, что она должна быть настолько велика, чтобы мне дали как минимум отказ. Поэтому, когда я это все предоставил, мне дали время подумать, и назначили третью встречу. Когда я пришел на третью встречу, я думаю, что я был убежден, что мне откажут. И мне действительно корректно отказали, но сказали, если вдруг что-то изменится, мы вам позвоним. В итоге данная ситуация уже прошла, я даже ее забыл, я понял, что это не сработало, но самое главное, что я достиг своего результата. Провокаций реально не было. Не было трупов, потому что вы можете себе представить, если бы была провокация, таким способом можете понять, о каких масштабах человеческих жертв мы можем говорить. Слава богу, этого не случилось, но случилось то, что произошло сейчас. Но то, что МИД данную информацию выдал, первое, он обозначил то, что запись Зайцева есть, он ее таким образом сделал легитимной, и он не опроверг ее подлинности. Поэтому это своего рода даже является экспертизой. А то, что они обозначили меня, то, что я просил деньги, ради бога, это моему труду и моей именно борьбы за то, чтобы народ жил нормально в нормальной стране, абсолютно не помешает. Ну, вас, до речі, підтримують наші тут глядачі, коментарі пишуть. Ігор, робіть свою працю, і ми вам віримо, і храні вас Бог. Нават калі Ігор і ўзяў за гэта грошы, так што ў гэтым дрэннага, ну і гэтак далей. Ігор, я тут не буду за гэтыя грошы цапляцца. Мне просто крыху іншае, ну, незразумела. С аднаго боку, вельмі дзіўна, што ніводная СМІ не адгукнулася і не захацела з вами хаця б інтэрв'ю зрабіць. Безумоўна, вот, ну, ёсць у чалавека такое меркаванне, такая вось інфармацыя. Здаецца, журналісты павінны даць магчымасць чалавеку выказацца. А з іншага боку, я разумею, калі вы там пайшлі з гэтай інфармацыяй у нейкія міжнародныя структуры, там, да людзей
ну якія б там агучылі дзесьці на захадзе, на ўсходзе, там дзе яшчэ гэтую інфармацыю. А пасольства Беларусі, ну далі вы інфармацыю о тым, што у Мінску нешта можа планавацца. Пасольства ж беларускай краіны, ну няўжо яны нейк маглі паўплываць на гэта рашэнне? То есть вот я не зусім разумею сэнс ўсё ж таки пахода менавіта ў беларускае пасольства з такой інфармацыяй. Понимаете, когда нет выбора, реально нет выбора, тогда просто ты думаешь немножко совсем о другом. Я уже, скажем так, то, что я сделал раньше, и то, что я делаю очень много раз, я уже жертвовал самым-самым дорогим в моей жизни. И более чем я, если честно, иногда даже задумываюсь вообще, почему я до сих пор жив. Потому что если взять, допустим, мой поход в посольство Республики Беларусь, я же все понимал конкретно. И я очень рад, что после моего похода в посольство, к счастью, за 2 дня до выборов все-таки решили опубликовать европейские СМИ. В частности, это, насколько я помню, EO Observer, Le Monde, французская газета, и в Эстонии тоже газета, не помню, как она называется. Они эту информацию опубликовали. Поэтому данная подтвержденная информация есть и в европейских СМИ. Но это, естественно, для меня было только радостью. Я понял, что все-таки мой риск был оправдан, но не пойти в посольство я просто не мог, потому что за 2 дня что-то решить это невозможно. Но если вообще откровенно говорить, я думаю, что это не секрет, и я никому не сделаю больно и плохо, никто за это не пострадает. Я скажу более подробно. То, что произошло, меня попросили сотрудники за других людей, чтобы я это предоставил какой-то огласке, чтобы данное подразделение, это СБП, Служба безопасности президента, не совершало данного преступления. Меня просили за это реально люди, которые работают на сегодняшний день в органах. Вернемся до вот гэтага запісу вами апублікаванага і да вашай паездкі ў Кіеў. Вы сказали, что по дамоўленасці з украінскімі следчымі ну не можете ці не будете больш падрабязна расказваць про эту ситуацию. Вот можа час прайшоў, там штосьці змянілася і зараз можете что-то там рассказать про тое, что там, что вы рассказывали украинским следчым и какие перспективы далей у это расследование с уликом вашей информации? Может быть, сразу расскажу все не то, что сильно подробно, а детально, а я хочу немножко напомнить людям то, что Украина – это близкая нам страна, и то, что я сделал шаг в их сторону, я считаю данный риск оправданным. То, что я полетел в Украину, и меня сами люди очень сильно просили не лететь, писали письма, даже помню одно письмо от женщины, которая просила: сынок, пожалуйста, не лети. Мы даже собрали подписи, и оно было реально собрано, подписи людей, за то, чтобы я просто не летел, потому что меня там убьют. Но я повторю, что я готов рискнуть своей жизнью для того, чтобы в Беларуси изменить ситуацию, которая есть на самом деле. Прилетев в Украину, мне дали государственную охрану на 24 часа в сутки. Меня охраняло спецподразделение КОРТ, которая занимается охраной вышестоящих лиц. Следователи, которые ведут дело, абсолютно профессиональные люди. Я участвовал в мероприятиях, которые, я думаю, что в скором будущем откроют лицо на очень многое. Я дал информацию, которая, на мой взгляд, конкретно подтвердит заказчика данного преступления. А я не сомневаюсь, что это были белорусские спецслужбы. Также уверен, что данное преступление будет раскрыто полностью, будет доказана вина людей, которые причастны и которые совершили данное преступление. Также со следователями данного подразделения, это Национальная полиция Украины, у меня была договоренность и обязательство, что я не буду разглашать те материалы, которые могут повлиять к дальнейшему ведению уголовного дела. Но очень скоро, я думаю, что какие-то моменты можно будет раскрывать. Но сейчас выйдет фильм
в Германии, и выйдет фильм в Украине о том, как погиб Павел Шеремет, и там будут кое-какие показания, которые мой друг Олег Алкаев предоставляет следствию, и у него нет договоренности то, что он может это не говорить. Но там тоже есть очень важные факты, и люди, если, допустим, это все проанализируют, они поймут, о чем идет речь. Да рэчы, спадар Ігор, ваше просто меркаванне. Зараз судзяць па абвінавачванню у забойстве Павла Шеремета шэраг людзей ва ўкраіне. Я неаднаразова у тым жа самым украінскім сегменце Фейсбука чытаў тое, што людзі не вераць у тое, што вот менавіта гэтыя людзі датычныя да забойства Шеремета. З улікам перададзенай вашай інфармацыі можа змяніцца гэта сітуацыя, можа гэта стаць доказам таго, што тыя людзі, якія зараз як выканаўцы праходзяць па справе, яны будуць, здымуцца з іх подозрения. Скажу так, что я очень много увидел информации. Было много мероприятий, именно те, после которых мне украинская сторона сообщила, что у них абсолютно нет никаких оснований мне не доверять. После этого мы общались уже более открыто. Скажу так, что информация, которая освещается, она абсолютно не соответствует действительности. И это я уже прошел на себе, потому что даже находясь в Украине, мне следователи предоставляли публикации, в которых явно написано черным по белому, что я говорил и как было это все именно донесено до людей, до граждан. Там было все абсолютно по-другому. Там публиковалось, что я не мог ответить на какие-то вопросы. То, что я скрывал данную запись, скрываясь и не публиковал, а то есть скрывал преступление, когда Павел Шеремет был убит. То есть, реально творится безобразие. Поэтому по поводу людей, которые на сегодняшний день задержаны, к сожалению, я не могу все рассказать, потому что, повторюсь, у меня есть обязательства. Но скажу так, что есть очень-очень много моментов, очень много, которые реально будут, я думаю, что до людей донесены, и все, которые это потом увидят, они убедятся в том, что есть все основания полагать, что следствие ведется в правильном направлении. Да рэчы, нашы слухачы, гледачы цікавяцца вашым меркаваннем па інфармацыі, можа быць, вы бачылі ці не бачылі. Першае, так, зараз знайду, пішуць, што была відэо у тэлеграм-канале адным пра тое, што нібыта кадры нават, як сілавікі расстрэльваюць цэлую сям'ю. Потым пишут про то, что вчера слили якобы видео с расстрелом протестующих, записанное на камеру видеорегистратора. Игорь, гэта фейк, и ці можна гэтаму верыць? Вот я не ведаю, бачили вы гэтыя кадры ці не бачили, и что вы можете про это сказать? К огромному сожалению, ничего пока не скажу, но мне вчера об этом доложили. Также мне позвонили с одной из стран Европейского Союза, которая конкретно следит за данной ситуацией. Мне прислали некоторые фотографии, которые я посмотрел, но у меня просто катастрофически сейчас нет времени, потому что очень много идет на то, чтобы давать какие-то интервью, делать какую-то документацию, потому что нам нужно подготовить все документы, конкретно то, что я обещал, это мы даем в Германии, сотрудничаем со Шля до Гааги и готовим документы, чтобы признать режим Лукашенко террористическим. Данная ситуация, которая есть, мы над ней будем работать, и я думаю, что в скором времени мы сможем что-то показать и доказать. І яшчэ один момант, уже не один раз люди пытаются, і вы падчас нашай папярэдняй з вами размовы казалі про тое, что у вас ёсць пэўныя матэрыялы, якія проліваюць святло на сітуацыю з выбухам у мінскім метро. І вось, відаць, людзі слухалі, глядзелі нас і зараз пытаюцца у вас, калі чакаць гэтых выкрыцця тых падзеяў ад вас. Да, материалы есть. Материалы есть очень серьезные.
Я думаю, что постараюсь как можно быстрее их опубликовать, и даже более будет даже представлены кое-какие документы, которые будут подтверждать конкретно то, что данные люди к этому преступлению абсолютно не имели никакого отношения. Ну, вы пакуль не можете сказаць, што вот да прыкладу там у наступную пятніцу, ну я образна кажу, там прызначыць нейкі дзень, калі мы ўжо сабяромся і будзем чакаць ад вас гэтых матэрыялаў. К огромному сожалению, конкретную дату сказать не могу, потому что сейчас моя работа направлена абсолютно в другом направлении. Нужно родину спасать и защищать собственный народ, потому что те задержанные, то количество, которые сидят сейчас в тюрьмах, в изоляторах, мне просто не позволяет покладать руки и заниматься теми, может быть, делами, которые я должен сделать, и предоставить общественности, и раскрыть глаза на какие-то совершенные преступления властью. Но, уверяю вас, все будет опубликовано, материалы есть, и это мы все покажем и расскажем. Вы яшчэ будете, ну, паляціце ў Кіеў, есть яшчэ нейкія такія планы у следчых кіеўскай паліцыі з вами сустрэцца, ці вы выклалі ўжо дастаткова і ўсю цалкам информацию? Я думаю, что я еще в Киев полечу, потому что информация еще появляется. Также то, что я планировал и обещал предоставить следствию, это уже практически завершается, поэтому будут еще материалы. Но в плане того, что когда это будет, я думаю, что может быть в ближайшее время, может быть как-то попозже. Конечно, сказать я не могу, потому что это будет очень-очень сильно опасно. Но лучше бы, чтобы этого не было. Я вярнуся да гэтага сліва МЗСаўскага, але з іншага боку, скажыце, ўсё ж такі гэты сліў, гэта сведчанне чаго? Таго, што ну, ім няма што адказаць на той аўдыёзапіс, які вы апублікавалі. Вот гэтая вайна кампраматаў, пра што яна сведчыць? Я скажу так, что данный слив – это не что иное, как подтверждение вот этой никчемности данного диктаторского режима. То, что в силовом аппарате и, допустим, теми командирами, которые руководят некоторыми подразделениями, делается заявление, как, допустим, применять огнестрельное оружие, как применять спецсредства, и говорится абсолютно наоборот то, что написано в инструкции по поводу их применения. Та информация, которая доносится до людей, она абсолютно искажена. Я уверен, что власть просто идет на самые-самые, допустим, какие-то крайние меры, чтобы донести до людей, и они надеются, что еще сарафанное радио работает. Нет, уже время не то, оно прошло. Сейчас есть немножко другие моменты, да, по которым люди общаются. И белорусское телевидение вряд ли смотрит то количество людей, на которое будет именно опираться нынешняя власть. Я думаю, что мы это скоро все изменим, и победа будет очень-очень быстрой. Ёсць такое меркаванне, што вось такія злівы перамоваў сакрэтныя, там расследаванне і дэанон супрацоўнікаў, ён вельмі моцна уплывае на іх. Яны пачынаюць задумвацца, ці ўсё ж такі не час ім, ну, сысці з органаў, ці нейкім чынам, ну, ўсё ж такі галава пачынае працаваць. З іншага боку, мы бачым вось гэта відэо, у якім ваш былы саслужывец расказвае там, ну, вас ачырняе. І такое адчуванне, што вот для яго не спрацоўвае вот гэта сітуацыя, што чалавек пачынае думаць, правільна ён робіць ці неправільна. Вось вот ваше меркаванне, вот гэтыя все слівы, вся тая праца, якую вы робіце, якія робяць іншыя там Андрэя Стаповіч там з Байсол, гэта ўсё ж такі нейкім чынам уплывае на байцоў там розных спецпадраздзяленняў сілавых структур? Понимаете, на данный вопрос я могу сказать так, что, конечно, когда я видел выступления данных сотрудников, у меня внутри много чего переворачивалось, потому что тот первый сотрудник, который был часовое видео, это реально мой близкий друг.
Это человек, которому я очень-очень много в жизни помогал. Человек, который вошел в мое доверие, и я абсолютно даже не сомневался в нем. На сегодняшний день то, что он рассказал, конечно, не очень обидно, но мне очень не хочется тратить время на данные объяснения. Я думаю, что граждане, те, которые это видят, и те, которые понимают ситуацию в Беларуси, они поймут, что человека нужно судить именно за его поступки. То, что я делаю для своей страны, для своего народа, для той победы, которую люди ждут, я думаю, что незачем объяснять, какое у меня образование, откуда я получил краповый берет. И даже более чем я уже готовлю письмо по поводу отказа от крапового берета, от своего звания и от своих наград. Я хочу сказать то, что первый сотрудник, который выступал, это Павел Чернов. Он, повторюсь, был близким мне другом. То, что он говорит про меня, это абсолютно неправда. А по поводу тех двоих сотрудников, которые на втором видео, не знаю, как это говорить, но у меня есть полная информация, что Иван Белясников, который худой на данном видео, он участвует с флагом Республики Беларусь, нынешним государственным, в шествиях за Александра Григорьевича Лукашенко. Он принимает участие там абсолютно всегда, но очень-очень интересный факт. Это я говорил с бывшим сотрудником «Алмаза», который стоит на стороне народа. Я у него спросил, а Иван Белясников, когда идет за президента на шествие, он тоже в балаклаве или нет? Я думаю, что без балаклавы. Тогда почему? Они делят народ на хороших и плохих, на адекватных и на неадекватных, или на послушных и хороших? Наверное, так. А здесь в данном видео, когда он рассказывает про меня, он сидит в балаклаве. Также второй сотрудник, это Андрей Шинкаренко. Он абсолютно в отряде со мной не работал. Мы с ним виделись пару раз, и он ушел в «Динамо», а когда Наумов сделал ремонт в квартире, его назад вернули в отряд, но меня тогда уже не было. Но он рассказывает обо мне такие вещи, как будто бы он со мной вместе работал. Я повторюсь, не служил, а работал. Я, в отличие от других сотрудников подразделения, которые вот на сегодняшний день очерняют свой народ. Я работал, а они служили. И служили, к огромному сожалению, одному человеку. Это Александр Лукашенко. Ну і на завяршэнне міра пытаецца, як вы думаеце, як далей будуць развівацца падзеі ў Беларусі? І я дадам ад сябе вось гэтая агучаная, ну я не ведаю, праўда, хаця чакаць можна ўсяго, што будуць створаныя ледзь не кантрацыйныя лагеры ў Беларусі. Магчыма гэта? Гэтага можна чакаць сапраўды? Конечно, я даже думаю, что это будет сделано, потому что масштабы людей, которые подвергаются насилию, избиениям, пыткам, задержаниям, это количество просто огромное. В стране, где этого нет вообще и не было никогда, просто впадают люди в ужас, когда это все узнают. И если взять, допустим, те сотрудники, которые поставлены во главу каких-то серьезных подразделений, а в частности, если взять, там, допустим, Николая Карпенкова, то поверьте, если этот человек будет руководить, а на сегодняшний день он командующий внутренними войсками и первый замминистра, то поверьте, и будут и лагеря, и будут убийства, и геноцид собственного народа будет продолжаться всегда. Поэтому этому нужно положить конец, и как можно быстрее, тем будет лучше. Дзякуй вялікі. Ну тут былі яшчэ каментары наконт того, што вам абавязкова трэба сустрэцца з Светланай Ціхановскай, магчыма разам працаваць. Тут вот прапаноўваюць нават, што вам трэба абавязкова сустрэцца з Байденам. Вот распісалі вам ужо графік сустрэч. Тым не менш, з Ціхановскай нейкім чынам падтрымліваеце контакты? Да, конечно, со Светланой Тихановской мы встречались, мы много чего обсуждали. Сложно мне сейчас что-то заявлять и говорить, но она остается символом, она остается тем человеком, который выбрал белорусский народ. И я думаю, что в скором времени мы сделаем какое-то заявление. Очень-очень надеюсь, что людей мы обрадуем. Но самое главное, чтобы люди нам верили, чтобы никто не покладал рук и чтобы каждый максимально делал все то, что он может. А с нашей стороны я уверяю, что мы сделаем как можно больше, и это будет очевидно. В очень скором будущем это мы все докажем и покажем.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі былы баец спецпадраздзялення Алмаз Ігор Макар, а сёння гэта прадстаўнік беларускага народнага трыбуналу. Зміцер Лукашук працаваў для вас. Чакаем, спадар Ігор, ад вас новых матэрыялаў і новых, як кажуць, зліваў. Хорошо. Живи Беларусь. Век жыве.